как было просто и ясно, что это необходимо тому народу, который жил 5, 3, вот сколько лет, тысячи лет живет. Это вот казахстанская цивилизация, вот она идет оттуда, вы понимаете? И вот этот Саумал с вами опять. И он представлен у вас в капсулированном виде в продукте перфекто. Вы понимаете? И не нужно, теперь смотрю, когда включается иммунитет, организм очнется сразу. А что со мной было? И начинает строить свой иммунитет. Иммунитет защиты. Вот как будто надо просто найти ключ и поставить на месте. Когда-то меня назвали электриком. Я обиделась, сказала, что такое? Что за электрик? Говорит, вы же находите причину смерти, причину болезни. И вот вы включаете и ставите на место. И я только тогда поняла, это такой электрик человека, что ли? Да, говорит, вы электрик человека. И вот, ну ладно, электрик полослай. Но действительно, ребята, когда идет пробиотик Саумал, вот смотрите, мы можем утром покушать, в обед покушать, вечером покушать, ночью полезли в холодильник покушать, но мы голодные, мы очень голодные, понимаете? Потому что мы дали пищу для туалета, дали пищу всем гнилостным бактериям, которые у нас обитают, всем паразитам дали пищу, а себе забыли. И вот мне, как ученому, придется доказывать, показывать и действительно об этом рассказывать, что нутриенты, заключенные в пробиотике Саумали, действительно работают на организм. Теперь поняли, что в нас живет мир другой, нормальных клеток. Теперь смотрите, триллионы клеток что делают? Они строят всю биохимию. Вы заметили, что вы сейчас раньше были овощи такие вкусные, все такое, а сейчас мы не можем вкус. Мы ищем вкус, на базаре ходим с деньгами, ищем самые последние продукты. Вы заметили? Но находим мы, не находим их. Понимаете, мы ищем продукт, потому что ищет наше подсознание, которое запомнило эти вещи. И вот представьте себе, что необходимость того, что это необходимо, вы теперь поняли, да? Саумал, который у вас стоит на этом. И когда я говорю о профилактике рака, и когда врачи смотрят на меня, кто расскажет, о чем вы говорите? Я говорю, так, диплом на стол, и я иногда жестко бываю, диплом на стол и вон, говорю. Если ты не хочешь знать о профилактике ничего. Тем более врач, понимаете? Врач обязан. Поэтому приглашайте на наши лекции врачей. Вы поняли меня? Ну, не пугайте, что там анатомия, они всегда боятся и стараются всегда. Ну, всегда говорите, там врач, просто врач. А она множится, ну вот смотрите. И вот, если вы поняли, что пробиотики профилактики рака, вы поняли, да? Что теперь будете, теперь еще дальше, не нарушая протокол. То есть с химиотерапией удается, вместе идем с питанием. В каждый дом казахской семьи идем с питанием. Мы не лекарства даем, мы не БАД даем, мы идем с питанием, мы идем с Саумалом. Вы понимаете, что такое? Поэтому в каждый дом идем с питанием. Перфекто. Пожалуйста, принимать так. Будем потом на сертификации говорить о дозах, потому что вы будете уже специалистами, которые не имели бы медицинского образования. Будем говорить о дозах, необходимых мерах, чтобы с продуктом идти безбоязненно. Нанды, мульчик, пермистер, вот это, понимаете? Но вы должны знать, профилактическая доза – это 1 таблетка 3 раза. Это на упаковке написано. Поняли, да? Терапевтическая доза – другая, ребята. Интенсивная доза – другая. Вы поняли меня, да? Дозы бывают разные. Поэтому запомнили, профилактическая доза по 1 капсуле 3 раза. Эта доза идет для тех, кто часто болеет. Кто часто болеет всем, чем нельзя болеть. Кто часто болеет. Вы поняли меня? И надо эти пробиотики вводить в организм. Теперь скажите,
пробиотики вводим в организм. Тогда кормим кого? Кормим триллионы клеток. И что делать? Восстанавливаем иммунитет. Трудно вам? Я что-то... Это вы не поняли или поняли? Поняли, да? Вот суть поняли, что профилактика – это дать продукт питания. Было. Теперь, не нарушая протокол, не нарушая онковедение диспансерного пациента, не нарушая химия керегевес, она керегевес, тех, кто насалмал. Нет, нет. Это питание ведет. И тогда химия, которую назначат онковрачи, она становится безопасной. Почему? Потому что человек успевает восстанавливаться. Человек успевает восстанавливаться на следующую жизнь. Понимаете? Потому что, когда не идет продукт питания, не даем нутриентный продукт, только в химию, человек не успевает восстанавливаться на следующую жизнь. Он начинает уходить от жизни. У него начинается программа разрушения. Точно так же лучевая терапия, точно так же химия. Не становитесь Алладан ишким без кувемеспас, понимаете? Жогары меспас. Становитесь просто человеком, который приносит в дом питание. К этому. Скажите, Айналайн, я тебя... И еще один момент я скажу. Когда онкобольной, когда вы делаете профилактику онкологии, ни в коем случае на маленький пакет не подписывайте, ребята. Мы не собираемся делать бизнес сетевой. Мы здесь делаем здоровье. Ведут на большие пакеты, 200-400, чтобы у пациентов было питание. Вы поняли? Питание. Вот сорпа, коза, бешпармах. Нет, ребята, должно быть питание. И это питание выражено в капсулированном перфекте. Насколько надо подписывать? На 200-400. И еще к вам. Если вы не хотите брать ответственность, у нас, куда холоса, скоро у нас будет офис, в котором буду сидеть я. Представьте себе, на диагностике. Выяснять причину рака. Какого рака? Он операбельный, не операбельный. Причину будем смотреть и что делать? Назначать на большие пакеты. При этом с печатью, грамотно. И еще вести этих больных целый год бесплатно. Целый год бесплатно будем вести. Не надо кайтарша. Болды, бред по налогам проходит, все. Целый год. ДЦП детей 3 года. Вот за что я получила ордена. За то, что я, никого не прося деньги, ни у государства, ни у кого, всегда лечила тех детей, которые должны были погибать. Я еще их собирала со всех детских домов. Вы знаете, вот такой ненормальная была. Но это нормально, потому что не могла просто так. Я просто хотела доказать, тем более работала с бостонскими врачами, которые очень... Вот, в Америке то же самое. Бостонские врачи собирают всех детей и помогают. Ну, им эта организация помогает, а нам ничего. Нам идет врач. И что у меня на руках есть, я всегда умела заинтересовывать людей и давайте помогать. И вот когда маленький малыш, который должен умереть, а паудигенде ворвать, там не то что все продашь, лишь бы только за это слово, понимаете, ребята? И я вот хочу сказать, теперь вы поняли, да? Профилактика рака страшно, ребята? Это же очень просто. Очень просто, доступно. Вы должны просто знать, что делает пробиотик, кого он кормит, кому он не подчиняется, и что в организме входит в процесс оздоровления. И вот когда вы даете эту микроэлементную систему, теперь я вам скажу об уникальных свойствах перфекте в составе грибов. Грибов рейши. Рейши – это долголетие, которые, кто принимает рейши, живет 250 лет. Это доказано. Есть научные труды китайских ученых, которые действительно... И шитаки. А шитаки – это противоопухолевые грибные антибиотики растительного происхождения. Вы понимаете? Теперь еще один продукт уникальный есть. Ресвератрол. Ресвератрол – бифлавоноид, который из выключенный организм включает. Теперь смотрите. Перфект
очень восстанавливает зрение при катаракте. Безоперационно, ребята. Вот если принимать методически, то можно катарактный процесс, когда человек... Что такое катаракт? Роговица глаз, конъюнктива покрывается оболочкой, которая может быть паразитарная, которая может быть бактериальная, вирусная. То есть это оболочка, понимаете? Там ничего такого нету. Организм, вы понимаете, у нас слеза, кожа спокойно, адамның кожасы, надо иногда плакать, говорят же, надо плакать, а мы перестали плакать, вы понимаете? Нам больно, мы молчим. Нам плохо, но мы молчим. Мы не стараемся, особенно сильные женщины, знаете, да? Или сильные мужчины. А мы должны плакать. Мы должны плакать, чтобы мыть слезами глазную роговицу. А мы этого не делаем. И у нас у бабушек, дедушек слез не бывает. Протоки закупориваются. Вот представьте, протоки закупориваются, и роговица становится сухая, катарактной проблемой. И вот этот ресвератрол, я была свидетелем такого. Вот представьте себе, ко мне в пациенты зашла женщина с палочкой вот так. Так. А у меня был Оливер Макс, вот этот продукт, которым ресвератрол был. Ну, что делать мне? Она говорит, у меня денег нету, а у меня только вот этот продукт и все. Я что сделала? Я взяла, закапала ей в глаза. Вот. И вы представляете, ресвератрольный продукт почти сделала эксперимент. Но через 10 минут у нее вся пелена ушла, и она говорит, таяк кереги шарба. Представляете? Вот зашел слепой, а вышел зрячий. Вот так работает ресвератрол. Ребята, вы поняли? Вот ресвератрол, он так работает, ребята. И это в этом продукте. Вот как он восстанавливает. Сознание восстанавливает, все восстанавливает. И вот этот продукт, он с вами. Так, теперь вы поняли этот продукт? Что еще непонятно? Спрашивайте. Давайте, спрашивайте. Так, теперь я хочу сказать, как можно делать профилактику ДЦП. Вот человек, который всю жизнь боролся с ДЦП, представьте себе мою радость, когда я узнала, что этот продукт действительно работает на ДЦП, и как врач заключением сделала выводы, свои основные выводы, как практикующий врач. Вот теперь смотрите. Были времена, когда на казахстанской земле была такая казнь. Почему-то умным людям сделали эту проблему. И эту проблему делали умным людям. Енді қараңыздар, у нас рождаются дети ДЦП. Когда это было, скажите, давайте все дружно на следующий метод пригласим всех акушеров, акушер-гинекологов на эту дополнительную лекцию профилактика ДЦП продуктом Sunlight. Вы поняли меня, да? Продуктом Sunlight. Как же это ДЦП профилактировать? Оказывается, интересен тот факт, что, смотрите, у нас печень мамы. Печень мамы. Да? И ребенок, вот. Теперь одна дорога. Это пуповина, знаете, да? Ну-ка, потрогали все пуповиночку? Потрогайте. Давайте. Вы с мамой связаны, чем были? Вот этой пуповиной. Теперь эта пуповина у вас печеночные вырезки печени в системе воротной вены, и эта пуповина, ваша связь. Теперь смотрите со всем миром. Теперь смотрите, вся жизнь от этой пуповины. Кындык, камган, кандан. Теперь смотрите, если наша мама
выходит замуж, неподготовленная, вечно гриппозная, очень раздражительная, еще Бог знает какие-то проблемы, и очень злая. Вы понимаете? Очень злая выходит замуж. И вот представьте, Хандай Немере Акелет, и мы все дрожим. Представьте себе, пока она забеременеет, дай Бог, пока она вдруг родит, и пока мы не увидим, пока какое чудо не получим. Это же страшно. А что вы так обязаны? А давайте грамотно. Этой маме готовим приданое 400 тысяч. 200 тысяч. Ее садим на питание. Питание направлено профилактически на антипаразиты, на антибактериальный мир, антивирусный. То есть не дарим ей шубы, не дарим бриллианты, от посмет даем что? Пакет. Действительно, ребята. И что же случается? Эта мама перед свадьбой просто начинает пропивать продукт. Она становится готовой. И в результате, смотрите, и у нашей мамы в печени никогда, вот можно, смотрите, заболеть гриппом, грипп вылечить и оставить бактерию, называется кингела. Она живет с вирусом. Приходит почти с космосом, ребята. Все вирусы приходят с космосом, знаете. И эта кингела, смотрите, когда наша будущая мама бесконтрольно, не используя шанс оздоровления, что делает? Она беременеет. У нас как бывает? У нас, когда забеременеют, все начинают лечиться. Я вот этого не понимаю. Как можно так? Все начинают лечиться. Я говорю, а до беременности что вы делали? Чем вы занимались? Вот скажите, а? Ничего. Всем угодно, но только не профилактика своего здоровья. Понимаете? И это у нас казахстанское, на нашей земле, если бы в Германии говорила, германцы сразу бы сказали, вот так, но наш менталитет такой. И мы, программа Sunlight, должны изменить этот менталитет. Я об этом не устану говорить в каждом городе, где будем собирать народ и говорить об этом, ребята. Потому что кто будет говорить? Вы только будете говорить. Понимаете? Потому что это необходимо. И вот представьте себе, что этот кинзела ждет удобного случая. Или еще хуже. У девочки токсоплазма. Токсоплазма. Вы понимаете, что делать? Мы лечимся, мы все оздоровимся, мы, кажется, грипп перенесли, мы простуду перенесли, но оставили угрозу ДЦП внутри печени. Печень не успевает. Она ждет своего часа. Какого часа? Она ждет беременности. Когда ребенок, наша будущая мама, забеременеет, вот это все переходит туда, к ребенку. И у нас очень большой процент замершей беременности. И вот представьте себе, будущая мама убивает детей, своих детей. Когда это было видно? Понимаете? И вот это принцип того, что не прошли, что? Профилактику не сделали. Вовремя не подумали. Подумали о тряпках, о бриллиантах, о тоях, как кормить этих. Все подумали, но не подумали о будущем ребенке. И все это переходит сюда, замершая беременность. В моей практике были, когда 4 раза умирают подряд дети, 5 раз умирают дети. И говорю, и вы что? И они в очень дорогих клиниках ходят, принимают огромные долларовые лечения. Я говорю, это что такое? Это что, издевательство над собой, а? Надо же просто знать, что надо принимать программу, что оздоровление, профилактики, чтобы ушли паразиты, чтобы не стали объектом бактерий, чтобы вирусы не начали нас плодиться триллионами. И вот таким образом, вот это есть переход ДЦП. Теперь смотрите, после моих лекций вы будете бояться за своих детей. Зачем бояться?
давайте сделаем, как в Японии. Делаем профилактику лучевой болезни, чтобы родивший ребенок не нес в генах раковую опухоль. Понимаете? Я хочу, чтобы в наших генах не было замершей беременности, не было аутизма, не было гидроцефалии, не было ДЦП, не было, делая при этом профилактическую работу. Трудно? А? Ребята, трудно, что-то вы так вообще тихо сидите. Вот смотрите, вы теперь поняли? ДЦП это страшно, ребята. Поверьте тому врачу, который действительно 30 лет ходил по пятам таких детей. 30 лет. Я благодарю Бога еще, с одной стороны, что хоть правительство наградило орденом. Я говорю, хорошо, что не деньгами, да? Ну, действительно. Но это действительно так, орденом. И я тогда поняла, первое, что здоровье нации – это здоровое потомство, здоровое наследство. И тогда программа Sunlight – это не только партнерский, это программа на здоровье нации. Кто со мной будет спорить? Ребят, кто с вами будет спорить? А? Кто? Никто не будет спорить. И когда вы доказательно, показательно скажете, давайте сделаем профилактику. У вас дома девочка, которую будете выдавать замуж. Давайте не думайте ни о каких шубах, всяких там тряпках. Ковид, вирус показал, что мир, материальный мир, он ничто. Главное здоровье, главное семья, главное наши дети, ребята. И мы должны за этих детей стоять там горой питанием нашим, брендовым питанием. Вот так. И вот когда вот это все переходит сюда, это страшно. Теперь я вам скажу, если не сделаем профилактику, ребята, сейчас очень проблема большая, когда идет инсульт плода. У нас инсультники рождаются дети. Мы об этом молчим, но мы уже не молчим, ребята, уже не молчим. Мы уже говорим, Москва говорит, любая Европа говорит, все говорят, и я буду говорить в Казахстане. А инсультные дети – это дети, которых поражены сосуды, которых не хватает микроэлементов. А наш продукт – весь микроэлементный продукт. Он не только восстанавливает, он составляющие части, кирпичиками все восстанавливает. Вы понимаете, что такое? И если наша будущая мама не будет болеть ни давлением, а у нас что происходит? У нас, пока она родит, он артынан несіне көтінен жүреміз, пока туғанша дейді. Вот представьте, вот это страшно, вот это до сих пор. Вот представьте, у меня 5 внуков, вот у меня самой 5 внуков. И вот когда я говорила, я просто невесток поставила почти как в угол, вот, садила и говорила им, вот это, говорю, вот это надо делать. И когда они начали, это надо говорить, так, и у меня 5 внуков. Особенно у первой, которая не должна была иметь детей, у нее был резус отрицательная группа крови, она вообще не могла иметь детей, но вот 2 детей, и вот Амане всех, еще дети здоровые. И вот я хочу вам сказать, что за детей надо будем за детей биться, большими пакетами, запомните. Почему большими? Думаете, Оргшевин бизнес делать? Нет, ребята, она делает здоровье. Большой пакет это на полдороги не бросить. Понимаете? Если он один раз пропьет, он не получит результат, он получит негатив. И что если ничего не помогает? Он не почувствует ничего. Поэтому вы должны полностью организм обеззараживать. Точно как вот делаем маски, вот это все делаем же, да? Точно таким способом. Мы грамотная, высокоорганизованная страна. И эта страна, Казахстан, должна быть приоритетной во многих направлениях науки. И я всегда это говорю и с удовольствием говорю. И я очень рада тем, кто меня учил. А учили меня очень великие профессора, доктора наук, которые сейчас их нету, но я осталась. Вот я говорю всегда, что необходимо это делать. Так, профилактику инсульта у детей делаем, профилактику ДЦП делаем, профилактику аутизма делаем, особенно страшно аутизмные дети.
Аутичные дети после 17 лет, у них одна дорога, психбольница. И у них у всех развивается шизофрения, ребята. Поэтому вы должны грамотно, ответственно подойти к этой профилактике. Теперь я еще вам скажу одну вещь. Когда идет овес, питание, запомните, ребята, и когда идет кремний, ко мне кремний, в организме, вот представьте себе кремний, овес, который напитком и продуктом в дробленном виде, он идет профилактически. Только перфект нельзя во время беременности. Он иммуномодулирующего свойства. Вы поняли меня, да? А вот остальные все овес-продукты, они идут во время беременности. Весь период беременности. После кормления. Понимаете? От какой беды мы хотим уберечься? Вот представь себе аскариду. Ну-ка представь. И эта аскарида выросла в десятки раз. Страшно? Вот вам фильм ужасов. Понимаете? Вот вам фильм ужасов. Поэтому от этих бед надо все убрать и все уничтожить.